Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кого ведут к вам духи вашего рода, ваши родные души? И если тема интересна, просто загадайте на себя, и песочек нам все расскажет и все покажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Два человека. Это не один человек, это два человека. Мужчина и женщина. Женщина у вас стоит с правой стороны, а мужчина с левой стороны. Я так понимаю, что у вас подруга скоро появится. Подруга, либо женщина, которая будет относиться к вам, ну, как мама, да, как фея крестная. Давайте с нее и начнем. С мужчиной там и орел летает, и новые рубежи, там прям интересно будет. А вот женщина немножко попроще. Смотрите, женщина старше чуть-чуть вас будет по возрасту, ну, либо в отношениях она всегда будет занимать ступеньку старшего, то есть более, наверное, опытный человек, либо действительно по возрасту, ну, так положено. У кого-то это будет прям дружба, подруга, у кого-то это хорошая начальница, либо коллега, старшая коллега. У кого-то, возможно, даже соседка, да, вот с соседкой своей подружитесь, там новая соседка появится, либо вы, например, познакомитесь, раньше не были близко знакомы. У этой женщины к вам действительно восприятие как, ну, либо младшей сестры, либо дочери. Почему-то она именно вас будет видеть, дочь, сестру, и у нее будет желание о вас как-то заботиться, опекаться вами. Прям как потребность какая-то. Возможно, она вас пожалеет, возможно, она увидит ваш потенциал, возможно, она почувствует родную душу у вас. Вот с этой женщиной вы будете очень близки, и если вот так случилось, и у вас нет уже мамы, то эта женщина вам ее заменит. Ну, насколько это возможно, да. Если у вас нет настоящей подруги, то у вас настоящая подруга появится. И это не просто слова, это данность, это факт. Да? Вот так вы еще не дружили и столько в дружбе не получали, сколько будете получать с этой женщиной. Духи рода знают, что делают. Почему-то духи рода видят вас сейчас либо очень одинокой, либо видят, что, ну, нет близкого человека, с кем можно там посоветоваться, поговорить, кто может поддержать, кто может вас вытянуть, да, из того состояния, в котором вы находитесь. Дружба ваша будет очень долгой, очень крепкой. И мне вообще идет, что с этой вашей новой подругой, либо коллегой, либо соседкой, вы даже что-то вместе будете делать. Вот какую-то работу, либо какой-то проект будет, какое-то общее хобби у вас будет. Очень приличная женщина. Женщина, которая очень крепко стоит на ногах, в отличие от вас. Хотя вы, может, тоже хорошо стоите на ногах, но она прям крепко стоит на ногах. У нее уже все, что хотела, то и случилось, о чем мечтала, то и получила, над чем работала, то и завершила. То есть у нее как бы все вот прям сложилось идеально, ну, насколько это можно сказать. И эта женщина будет щедро делиться своими знаниями, опытом, советами, связями, возможностями. Вот прям с ней вы точно не пропадете. Заботиться она о вас будет. И очень много будет о вас думать и переживать. Очень многое может вам дать. Благодаря этой женщине вы многого сможете добиться, возвыситься сможете. На эту женщину вы будете опираться, ну, как будто бы это ваша, не знаю, правая рука, правая нога, правая часть тела. С ней даже как-то, знаете, вы сможете расслабиться, не столько сильно загоняться в своих проблемах, потому что ее советы, ее посылы, ее участие всегда вот как палочка-выручалочка, да, вот всегда сможет помочь, никогда не откажет. Даже там дела свои какие-то отодвинет и вашим займется.
Либо если у вас какая-то нужда, либо есть в чем-то необходимость, эта женщина всегда все закроет. Вот прям ничего лишнего не спросит, не попросит, взамен ничего не попросит. Ей прям захочется. Вот не зря показали, что она будет видеть вас, либо младшую любимую сестру, либо свою дочь, может даже внучку будет видеть. Это очень хороший знак. И хотите верьте, хотите нет, но я вижу, что эта женщина будет вам вот как что-то дарить. Мне идет. Может быть, что-то подарит, может быть, что-то даст, скажет, ну, потом, если что, отдашь, вернешь, а потом скажет, нет, это тебе подарок. Что-то ценное, серьезное. Да, вам нужен такой друг, вам нужна такая подруга. И если у вас есть сейчас подруги, то они в подметке не годятся этой женщине. Эта женщина всегда будет прямая и честная в отношении вас. Но она не критиковать вас будет, а скорее всего раскрывать вам то, чего сами не видите. То есть она умеет направлять, а это самое главное. Так, мужчина. Ну, мужчина прям очень интересный. Про мужчину тут прям так и показано. Это то, что вы просили, то, что вам нужно. С мужчиной у вас встреча произойдет в ближайшие у кого-то 3 недели, у кого-то 3 месяца. Но не больше, чем 3 месяца. Через троечку идет. 3 периода времени. А у кого-то еще может попутно отыграться, что через кого-то познакомитесь. То есть у вас общий знакомый, который вас познакомит с друг другом. Мужчина интересный, мужчина практичный, мужчина всего добился сам. У мужчины непростая история жизни, но мужчина не сломался в свое время, наоборот, стал только лишь крепче. И вот знаете, иногда люди такие закаленные жизнью, они становятся немножко отшельниками, отстраненными, грубоватыми, а этот наоборот смягчился. То есть когда-то там давно в прошлом он был достаточно таким вспыльчивым товарищем, грубияном мог быть, а теперь он очень смягчился и стал таким открытым, добрым, положительным. У кого-то, сразу говорю, мужчина может быть не местный, то есть приезжий, либо вообще иностранец может быть. У кого-то мужчина идет по возрасту чуть младше, чем вы. Но опять же, это не критичная разница, там не в 15-20 лет. Так, немножко, да. Там уже не важно. Но это не будет как физически видно, да, на лице не написано, сколько кому лет. Мужчина своей добротой, своей открытостью вас покорит. Вот прям с другими мужчинами у вас не было такого общения, такого доверительного общения. Всегда какой-то двойной смысл ощущался. А с этим мужчиной как-то все легко и просто. Плюс у этого мужчины очень хорошие внешние данные и родовые данные. Допустим, да, у него сильный род, люди с красивыми чертами лица, очень умные, талантливые. Люди с таким хорошим иммунитетом, да, крепкое здоровье. Ну, вот наследственность очень хорошая у этого мужчины. У кого-то еще может отыграться, что он потомок каких-то необычных людей в плане там известных, знаменитых. Ну, может даже голубая кровь быть у этого мужчины. Он это знает, либо он это помнит, либо в семье это все хранится. Он вам все расскажет про себя. Но опять же, вас удивит, что он так просто об этом говорит, как будто бы, ну, это данность, как будто бы все тут с голубой кровью ходят. А мужчина, который ваши интересы будет ставить вперед своих интересов. Мужчина, который буквально с первой встречи положит на вас глаз. Но вы ему очень понравитесь, можно сказать смело, что он в вас влюбится, с первого взгляда влюбится. Но вы очень долго будете видеть в этом мужчине всего лишь друга, ну, как знакомый, друг, да. И общение больше вот в дружеском ключе идет. Вам потребуется значительное время для того, чтобы понять, что этот мужчина в вас влюблен, и что вы тоже отвечаете ему взаимностью, либо вы готовы ответить ему взаимностью. Очень мягко, как-то осторожно, ненавязчиво этот мужчина будет ухаживать за вами. Мужчина, который никогда вам ни в чем не откажет, даже если это идет против его интересов. И мужчина, который всегда и во всем вам будет помогать, вот реально помогать. Нет такого, что он говорит, ой, я занят, давай чуть попозже. Нет, он будет тоже вот бросать свои дела, отрываться и будет вам помогать. Мне вообще идет, что этот мужчина таки послан в вашу жизнь изначально для того, чтобы
закрыть какую-то потребность в сильном мужчине рядом, да, кто вот поможет, какие-то мужские вопросы на себя возьмет, либо там защитит в трудную минуту. Вот как для этого его посылают. И во вторую очередь его посылают как спутника жизни. То есть как двойная нагрузка на него идет. Почему-то вы не будете его, вот, как я уже сказала, да, изначально рассматривать как спутника жизни. Может быть, потому что немножко не в вашем вкусе. Может быть, потому что вы не свободны. Да? Есть девочки не свободные, которые зашли на эту отсыпку. Может, вы ничего не хотите менять в своей жизни. Может, вы ему там изначально скажете, что я не ищу женихов, да, я не ищу брака, я вообще не ищу отношений, не хочу. Ну, у каждой по-своему отыграется. Он не будет настаивать, он не будет вас там продавливать, навязываться со своей любовью, рассказывать, что вот он без вас жить не может. Нет. Но своими добрыми поступками в вашу сторону, своей готовностью быть всегда рядом, помогать, защищать, оберегать, заботиться, он прям, да, найдет путь к вашему сердцу. Вот в какой-то из дней вы прям осознаете, что вам нужен этот мужчина, что вы хотите его видеть рядом. И вы ему, скорее всего, об этом скажете. Он так обрадуется, как ребенок обрадуется. И с этого момента у вас начнется роман. Мне вообще идет, что он где-то месяцев 6-7 будет терпеть, ничего не говорить о своих чувствах, просто присутствовать в вашей жизни, либо всегда быть под рукой. И какое-то дружеское, да, между вами общение идет 6-7 месяцев, может даже и 8, а потом уже вы понимаете, что вы без него не можете обойтись, что он вам нужен, повсеместно нужен, и что и тянет к нему, и что вы к нему чувствуете нечто большее, чем там друзья друг другу чувствуют. И он очень сильно просияет, когда вы ему об этом скажете, либо поделитесь этими своими мыслями, что прям тянет, а ты мне нужен, меня тянет. И если мужчина иностранец, то, скорее всего, вы к нему туда и поедете, в его страну, либо, если он не местный, в его город поедете. И вы знаете, этот переезд — это как закрыть предыдущие циклы, да, и начать новый цикл в жизни. Вы прям это очень ощутите, вы прям сами этого захотите. Захотите начать новую жизнь с новым мужчиной, начать новую жизнь. Но опять же, вы ему будете верить в этот момент, полностью доверять, почему бы и нет. Если это прям совсем иностранец, да, там другая культура, другой язык, я вижу, что этот мужчина, он сделает все для того, чтобы вы очень органично влились в новое общество. Чтобы это не было для вас стрессом, либо каким-то надрывом, чтобы не чувствовали себя одинокой. Вот он сделает все для этого. Вы ему нужны для жизни, для счастья. Ему не нужна домохозяйка, ему не нужна там какая-то развратная любовница. Ему нужен верный спутник, верная спутница жизни. Ему нужна женщина, которую он уважает, которую он любит, о которой он может позаботиться. И опять же, нужно и ответно, чтобы о нем тоже могли позаботиться. Но, по крайней мере, не игнорировали его. Я говорю, у мужчины была очень непростая жизнь. Он очень многое перенес, пережил. И он заслужил счастье на самом деле. И вы заслужили счастье. Вот я вижу, что у кого-то из девочек, кто зашел на эту отсыпку, очень тяжелые отношения. Отношения, в которых от вас брали, но вам взамен ничего не давали. Ну, кроме там оскорблений, криков, обвинений. Извините, я вам напомнила, конечно, об этом, но вот вижу, что не было счастья. Была ужасная тяжесть, и как ярмо мне еще идет. Тяжело, очень было тяжело. Женщины, девушки, кто не имеет детей, у вас от этого мужчины славный ребенок родится. И красивый, и сильный, и умный, и талантливый. Прям мужчина свою эту генетику передаст. И у вас генетика хорошая. Прям вот здоровье крепкое, богатырское будет. И лицо такое, знаете, вот прям как картина, да, как статуэтка мне идет. Очень красивая. Такие вот прям линии, черты, да, пропорционально все. Ну и от вас тоже ребенку многое передаст, особенно ваши способности и таланты. Еще по поводу этого мужчины могу сказать, что у него
ну, достаточно хорошо в материальном плане, но он это не показывает. Нет такого, что он прям все вывалил и говорит: смотрите, какой я богач, да, что у меня тут все есть. Нет, он достаточно умеренно живет, ни в чем себе не отказывает, да и вам ни в чем отказывать не будет. Умеренно. На показ у него такого нет, но у него как бы все очень хорошее, качественное, и нет такого, что он там пользуется до последнего. Нет. Еще я вижу, что он вам свободу даст в деньгах. Ну, в плане там даст вам карточку, там, положит на нее деньги, либо скажет: это наши общие деньги, пользуйся. Вы к такому не привыкли, да, что вот мужчина все, что есть, делит, либо ну вот так вот прямо отдает и говорит: вот трать куда хочешь, там продукты, все прочее я буду покупать сам. Это типа твои деньги, на тебя деньги. Это очень, кстати, показательно. Не скряга, не жадина. Может, вы ему расскажете о том, как у вас было раньше с другим мужчиной, и ему захочется вас в этом плане отогреть, да, чтобы вы увидели разницу, как бывает. Что бывают мужчины, ну, такие вот скряги, жадины, а бывают мужчины, вот широкая душа. По поводу дурных привычек, ну, я не вижу здесь ни одной привычки, которая могла бы все испортить. Не вижу. Может быть, что-то и есть, но это не испортит ваших отношений и не станет камнем преткновения. Прям совсем нет. А у кого-то отыграть, что у него нет дурных привычек. Ну, не владеют, не обладают дурными привычками. По поводу его семьи, ну, возможно, да, у него была семья, возможно, у него там родители есть, либо какие-то братья, сестры, но он умеет выставлять границы. Я не вижу, чтобы это вам как-то мешало, либо вам вредило, либо он бы там вас бросал и бежал бы к своей семье. Нет, такого тоже я не вижу. Если мужчина ваш местный, то он будет настаивать на том, чтобы вы жили на его территории. Вот прям для него это принципиально важно будет. Ну, в принципе, у него хорошая территория. Либо для вас он очень постарается и обзаведется очень хорошей территорией. Мне вот еще идет, что вы как-то не сразу к браку придете. Вот именно официальный брак. Если мужчина местный, ну, либо из вашей страны, то, возможно, долго будете просто как сожители. Но опять же, почему-то вы не хотите. И он не будет сильно настаивать, но он не будет идти против вашей воли. Хотя, ну, он будет хотеть, да, официально заключить брак. Если мужчина иностранец, то там, да, будет заключен брак, причем сразу, ну, вот как только вы решите быть вместе. Ну, наверное, это потому, что вам нужно будет как-то въезжать в его страну, да, на каком-то основании там жить. Там как-то быстрее мне идет. Ну и вы тоже как-то не сильно спешите. Может, вы уверены, что если оформить брак официально, то типа все потом разрушится. Но нет, не с этим мужчиной, 100% нет. Этот мужчина будет дан духами вашего рода вам как, во-первых, тот, от кого можно родить хорошего ребенка с хорошей генетикой, и также как мужчина, который станет вашими крыльями. Да, то вы раньше были крыльями для мужчины, теперь мужчина станет вашими крыльями. С этим мужчиной жизнь будет легкой. Легкой, комфортной и интересной будет жизнь. Ну, вы действительно заслужили, вы действительно заработали. И еще, мои хорошие, здесь отдельно просматривается родовая линия с женским родовым сценарием, когда сильная женщина тянет на себе, как ломовая лошадь, всю семью. Возможно, вы уже его прожили, и, возможно, вы его отработали, а возможно, вы даже исправили эту кривую в родовой системе. То есть вышли из этого сценария. У кого-то еще это отыграется. И поэтому вот встретите того самого, кто и любить будет, и ценить будет, и кто счастливым вас сделает. Подарки вам будут дорогие дарить. Прям конкретно дорогие и прям подарки. Возможно, вам особо никто ничего не дарил. Да, вот прям отогреетесь в его объятиях. Вы мне сейчас напоминаете замерзшую такую женщину, как статуэтка замерзла, а он вас отогреет. Вы даже сейчас не представляете, на что вы способны, на какую любовь вы способны.
на какие эмоции. Вот именно с этим мужчиной, которого ведут духи рода, вы это все испытаете. Единственное, что вам нельзя этого мужчину то ли критиковать, то ли ревновать. Может быть и то, и то. Почему? Потому что мужчина этого не переносит. Он не будет скандалить, он не будет там драться, ругаться, он просто закроется в себе, и это как бы уже финальная точка. То есть мужчина не станет ничего доказывать, либо не станет оправдываться, он просто закроется. Вот недоверие, либо сомнения в нем, они для него вот прям как триггер, очень болезненные. Это тоже такой вам совет. Да, вы можете шутить, но не на полном серьезе, там, ревновать, либо сомневаться в нем. Вот этого делать нельзя. Как вы поймете, что это он, а вы почувствуете, у вас на него какая-то странная реакция будет идти. Там, этот электрический ток, мурашки могут быть, либо ощущение какое-то вот родное, близкое, теплое. Запах еще может быть, да, запах, который вот вам кажется просто самым лучшим запахом. Прям принюхиваться к нему будете. Вы поймете, вы точно поймете. Но опять же, так как он, никто к вам не относился. Даже по одному этому вы уже поймете, что это он. Духи рода не хотят вам плохого, наоборот. Они плачут вместе с вами, а плачете вы часто, либо плакали часто в прошлом. И вы очень достойный представитель своего рода. Вы очень многое сделали для своего рода. И даже если вы скажете, я ничего не делала, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вы очень многое сделали, очень много ошибок родовых исправили. Где-то даже за какие-то родовые огрехи пострадали, я вижу. Но вы не сломались, вы не испортились, вы наоборот как-то просветлились, мне идет. Но вы сами в себе это чувствуете. Кстати, кто-то из вас носитель родового дара. Этот дар, он передан по роду, причем мне идет скачок как в 2 либо в 3 поколения. То есть это что, прабабушка получается, да? Ваша мама, ваша бабушка, ваша прабабушка. Вот такой скачок мог быть. И, возможно, вы не видели свою прабабушку, вы не смогли от нее конкретно этот дар с объяснениями получить, но этот дар, он вас как бы ждал. И когда вы у мамы в животике появились, он уже к вам прилип. Ну а дальше уже вы сами знаете, да, вы его чувствуете. Может, он не до конца проявился, потому что условия не те, потому что вы не чувствуете защищенности. А с этим мужчиной у кого-то и дар раскроется. И, кстати, мужчина будет и верить в ваш дар, и поддерживать ваш дар, и вас поддерживать в реализации вашего дара. Да, вот еще для этого мужчину могут привести. Вы уже натерпелись, да, вы свое уже оттерпели. Теперь пора и пожить, и причем пожить хорошо. Вот насладиться жизнью, насладиться любовью. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.